Знаешь, с годами еще больней. Отец мой с детства мне внушал такое, чтобы я стал доктором. Он хотел, чтобы я врачом был. Вот, рассказывал про свою историю, свою жизнь. Правда, он мне не рассказывал, как и где он воевал. Я это знаю с его литературы, данных, которые он оставил. Написал вот эпизоды моей жизни. Я в 86-89 годы учился в педиатрическом институте в Ленинграде. И руководителем в аспирантуре. Руководителем моим был великий, скажу прямо, великий детский хирург. На земном шаре был самый первый, потому что все операции новорожденных придуманы им и по сегодняшний день. Это Гирей Ильич Баиров. Я когда в аспирантуру к нему поступил, естественно, я его пригласил в Абхазию. Приезжайте к нам на Черное море, его пригласил, он приехал. Один раз приехал, ему очень понравилось. Там в районе Агудзеры мы ему сняли дом, он с женой приехал, и там ему, конечно, очень понравилось. А отец мой в то время работал в Творчалах, в Орсе. И мне как-то этот Баиров вечером говорит: слушай, Зураб, пускай твой отец ко мне приедет, к нам в гости, я хочу его увидеть. И он приехал. Это двухэтажный огромный дом был, они там на балконе сидят за столом, а я с первого этажа наверх ношу там на подносе, угощение. И вот я немножко притормозился, там мне повара что-то укладывает, поднялся наверх, и что я вижу? Они сидят рядом друг с другом, и моего отца голова лежит у него на плечах вот так вот. А он его держит вот так за голову. Я отца слезы никогда не помню. И смотрю, у обеих слезы на глазах, слушайте. Я говорю: что случилось? И вот этот мой руководитель говорит: иди сюда, сынок. Твоего отца я в 42-м году оперировал на фронте, представляете? Они друг друга узнали там. Вот сейчас я вам это рассказываю, у меня мурашки по телу. Баиров его оперировал, спас ему жизнь тогда. В Венгрии за Будапешт была война, вот там он эти ранения получил, и Баиров его там оперировал. Он служил уже в армии, когда война началась. И когда война его застала, естественно, он уже принимал в 3-м Украинском фронте. Он там служил, и там при всех военных событиях он там участвовал. 91 год. Я ветеран войны, Отечественной войны, инвалид 2-й группы Украинского фронта, прошел с боями Румынию, Болгарию, Чехословакию, Венгрию. И ранение в 1944 году получил при взятии Будапешта, где был награжден Красной звездой Отечественной войны 1-й степени. Он был очень добрым, очень строгим в то же время. Вот. Очень любил семью, любил я его очень. И когда его не стало, я даже до сих пор, вот уже мне, слава Богу, тоже немало лет, любимый, дорогой человек в нашей семье был. Просто передать это словами невозможно. Сам по себе он был такого героического склада человек. Я с детства помню этого, что он ничего никогда не боялся. Когда он служил во время начала войны, его младший брат, еще несовершеннолетний, уже просился туда в армию к нему, к моему брату: отпустите меня. И он попал на войну, в 1942 году он погиб. И потом я помню вместе с ним, сколько мы ездили по Санкт-Петербургу там на машине, где вот похоронены вот эти герои, которые без вести пропали и так далее, и ищут фамилию своего брата, и он так его и не нашел нигде. Кика Ачпа. Вот. Кика Захарович Ачпа. Он был младше него, по-моему, на лет 5, по-моему. Он в 1945 году уже вернулся с войны. У него было много ранений, которые долго заживали, даже я это помню. Вот, на ногах, на руках, но он это все пережил. Я всегда хотел быть похожим на него. Своим характером, своим серьезным отношением ко всему. К учебе, к работе, к семье. Мой отец прожил 99 лет, 1 месяц не хватило ему до 100. И вы знаете, что я хочу вам сказать? Он
физиологически, что называется, был худой человек, он худенький был. И мы на 8 этаже живем тут, в Сухуме. Я не помню, чтобы он на лифте поднимался на 8 этаж. Он ходил пешком. Знаешь, с годами еще больней.